Айрат, ну и главный вопрос. Расскажите, пожалуйста, про школу рока. Вот я, честно говоря, вообще впервые слышу эти два слова вместе. Школа рока. Я, будучи директором обычной музыкальной школы казанской, увидел потребность детишек играть не только классическую музыку, но и музыку, рок-музыку, эстрадную музыку. Причем они хотели бы играть не на фортепиано, не на баяне, не на аккордеоне, не на скрипке, а на тех музыкальных инструментах, которые они видят по телевизору. Браво, ребята, дорогие друзья, это программа «Секреты татарской кухни». И мы сегодня находимся в школе рока. Здесь у нас в Казани. Представляю, кстати, ее директора Айрата Яруллина. Спасибо за приглашение. Пожалуйста. Уверен, сегодняшняя наша программа будет не только вкусной, но и музыкальной. Ну а сейчас я предлагаю переместиться с вашей музыкальной кухни на нашу кулинарную, где мы начнем готовить и продолжим знакомиться со школой рока Казани. Школа рока The Road – профессиональная школа рок-музыки в России. С 2009 по 2017 годы Казанская школа рока переросла из отделения преддетской музыкальной школы в яркое явление в жизни российской молодежи. Казанскую школу рока поддержали и знаменитые музыканты, лидеры российского рока Борис Гребенщиков, Чиж и Ко, Андрей Супунов и группа «Воскресенье» и другие. Дорогие телезрители, я напоминаю, что сегодня с нами готовит директор единственной в России школы рока Айрат Яруллин. Айрат, добро пожаловать! Это уже наша кухня. Не музыкальная, но тоже красивая и уютная. Я знаю, Руслан, что у вас есть замечательная традиция в вашей хорошей программе дарить подарки. Я хочу подарить уникальные диски, записанные нашими детьми. Это диск The Road. Первый выпуск. Здесь уникальные треки. 9 коллективов нашей школы рока. Это детишки от 6 лет до 18 лет, ну, скажем так, молодежные детские группы. Они записали какие-то свои композиции, какие-то кавера. Второй диск. Спасибо. Второй диск – это тоже замечательная группа «Савабьен». Она существует почти столько же, сколько существует школа рока. И за это время группа «Савабьен», она успела стать лучшей инди-рок-группой России. То есть победила в Москве. С удовольствием послушаю. Да. Большое спасибо, Айрат. Айрат Яруллин, директор школы рока The Road. Окончил Казанское музыкальное училище имени Аухадеева, отделение специального фортепиано и дирижерское отделение Казанской государственной консерватории имени Жиганова. Работал в Казанском музыкальном училище, средней специальной музыкальной школе при консерватории, в ГТРК «Татарстан», телерадиокомпании «Новый век» и Государственном большом концертном зале имени Сайдашева. С 2006 по 2015 год работал в детской музыкальной школе номер 5 в должности директора. А в 2009 году на базе школы была открыта первая профессиональная школа рок-музыки в России The Road. В 2015 году под руководством Айрата Загировича школа рока получила отдельное здание, самостоятельный статус и стала первой в России государственной школой рока. Ну а сейчас мы бы хотели насладиться блюдом, вернее, процессом его приготовления. Что мы сегодня с вами будем готовить? Так, мы будем делать два блюда. Первое блюдо – это тушеные овощи с баклажанами. А второе блюдо – это тоже очень хорошее блюдо, называется курица в гранатовом соусе. Оригинально и, уверен, очень вкусно. Давайте начнем. Хорошо, значит, берем баклажаны и начинаем их нарезать кружочками вот так вот. Айрат, расскажите, пожалуйста, откуда появился этот рецепт? Просторы интернета, просторы общения с рокерами и с людьми хорошими, они вот привели к такому блюду. Что мы делаем с ними дальше, Айрат? А мы их просто сейчас положим в тарелочку. Вот эти замечательные баклажаны мы подсолим. И отложим. И отложим на полчасика, чтобы они постояли маленько
пропитались солью. Пока стоят наши Баклажанчики. мы перейдем к курице. Режем кусочками. Если встречаются косточки, оставляем. То есть кости косточки. оставляем? Оставляйте мелкие косточки. Это грудка хорошая. Так, а вы будете? А я буду готовить очень старательно лук для тушеных овощей и для курицы. Айрат, расскажите, пожалуйста, откуда у вас появилась любовь к року? Это любовь к рок-музыке, она с детства. Вообще любовь к музыке с детства. То есть вот как 6 лет, в 5 лет, извиняюсь, меня отдали в хоровую капеллу мальчиков казанскую. Ага. Вот так мы параллельно поем, слушаем, музицируем и классическую музыку, и рок-музыку. Айрат, скажите, пожалуйста, какие группы для вас являлись кумиром, вот особенно в детстве? Ну, вы знаете, в детстве это, естественно, уже и русский рок. У нас появилась запись группы «Воскресенье». Это группа «Воскресенье», которая, ну, просто она уже на всю жизнь сопровождает меня. И что самое интересное, вот я забегу уже через много-много десятилетий в наше время, и эта группа «Воскресенье» открывала нашу школу рока в 2015 году. Вот такая арка вот она была. Такое сплетение. Да. Айрат, курицу я порезал, что мы с ней делаем? А вы сейчас должны ее положить в разогретую сковородочку. Так, сковородочку поставим сейчас. Да, маслица туда налейте, пожалуйста. Так. А я пока с луком закончу. Айрат, ну и главный вопрос, расскажите, пожалуйста, про школу рока. Вот я, честно говоря, вообще впервые слышу эти два слова вместе. Да Школа рока. Я, будучи директором обычной музыкальной школы казанской, увидел потребность детишек играть не только классическую музыку, но и музыку, рок-музыку, эстрадную музыку. Причем они хотели бы играть не на фортепиано, не на баяне, не на аккордеоне, не на скрипке, а на тех музыкальных инструментах, которые они видят по телевизору, в клипах, на живых концертах. То есть приятно же посмотреть на Пола Маккартни и также взять бас-гитару и выдать. В свое время я написал грант, подали мы заявку от музыкальной школы, грант Министерства культуры Республики Татарстан, и выиграли его. И с этого школы рока. Да. Все началось? Да, с этого началось. Это было в 2009 году, 24 апреля. Вот, и мы с этого дня начали существовать как школа рока. Но мы существовали именно как отделение при музыкальной школе. То есть детишки, какие-то детишки учились на классических музыкальных инструментах, а наши детишки начали учиться на барабанах, на электрогитарах, бас-гитарах и так далее. Но сейчас это же полноценная школа рока уже. Да, в 2015 году, вот, увидев наши успехи, наши достижения, то есть мы же постоянно выступаем, постоянно где-то что-то, какую-то движуху создаем, и вот увидев наши достижения, руководство города, в частности, вот Ильсур Медшин, он лично помогает нашей школе. И мы переехали в новое здание, специально отреставрированное. Уникальность этого здания в том, что оно полностью сделано под рок-школу. Понимаете, это стены, это пол, это потолок, это акустика поглощающая. Она полностью предназначена для того, чтобы заниматься детишкам. Но мы не должны забывать о блюде. Что еще, может, что-то порезать нам нужно? В принципе, резать можно все. Помидоры, перчик. А какие еще звезды, звезды русского рока посетили вашу школу и вообще участвуют в процессе обучения? Наша школа рока, она известна среди российских музыкантов. Они интересуются ею постоянно, они приезжают к нам. У нас были Ляпис Трубецкой, были Борис Борисович Гребенщиков, группа «Воскресенье» в полном составе. Андрей Борисович Сапунов уже 4 раза выступал. У нас была группа «Звери». Нет, вы уже достаточно назвали. Были Дмитрий Спирин, группа «Тараканы». Потом был бригадный подряд. Ну, очень много. То есть практически да. Весь золотой состав русского рока. Дети, когда выступали на «Сотворении мира», легендарный фестиваль, они, как участники же были, наши коллективы, участвовали именно в «Сотворении мира». Они, естественно, общались и с Агатой Кристи, и, ну, в общем, со всеми звездами, которые выступали на «Сотворении мира». Это для них был вообще просто шок. Айрат, сколько всего сейчас учащихся? И растет ли оно ежегодно?
учащихся сейчас 100 человек. Мы придерживаемся этой цифры, потому что у нас, в принципе, помещения-то небольшие, а желающих много. Конкурс большой. Все хотят учиться. Знаете, я вот недавно обнаружил такой момент, что когда смотрю вот казанские рок-группы выступления, часто бываю на концертах и практически в каждой группе, в каждом коллективе наши выпускники, наши учащиеся. Это, мне кажется, и есть самая большая гордость. Да, самая большая, да. Дорогие друзья, прямо сейчас у нас небольшая рекламная пауза, ну а потом все самое интересное про школу рока и про наши блюда. Дорогие телезрители, вы вновь смотрите программу «Секреты татарской кухни». Сегодня мы раскрываем секреты школы рока вместе ее с директором Айратом Яруллиным. Готовим мы два замечательных блюда. Это тушеные овощи. С баклажанами. Да, где главный ингредиент – это баклажан. И некий особый секрет приготовления курицы, который сейчас на самом деле должен раскрыться. Курицу мы прожарили до полуготовности. Да, ну давайте лучок подсолим чуть-чуть. Подсолим. Соль чуть-чуть, да? Да, ну все-таки соль это нужна. Замечательно. Ну, теперь лучок положим. Давайте я... Да, пожалуйста. Сегодня мы узнали о том, что в школе рока уже 9 лет. Что у вас есть такого, что нет нигде? Ну, начнем с того, что сама школа рока – это уникальное явление. А в этом нашем учебном заведении еще есть очень много интересных экспериментов. То есть у нас есть рок-группы. Их у нас сейчас на сегодняшний день 9. 9 рок-групп. Да. Самая младшая рок-группа 8-9 лет. Мальчики, и к ним добавилась сейчас девочка, клавишница. Это группа Wild Child. Она выступала на очень уже именитых площадках. А самая старшая группа – это подростки 18-17 лет. Да, Руслан, вы пока жарьте, пожалуйста, а я начну чесночочек готовить. Так, что нам нужно обжарить? Баклажаны. Да, баклажаны у нас уже потомились, они готовы. Их надо обжарить до золотистого цвета на маслице. Да, все верно. Так, хорошо. Итак, продолжаем наш разговор. Айрат, вот если есть школа, то должен быть и следующий вуз, в который люди должны переходить. Согласны? То есть, возможно ли когда-нибудь в будущем мы услышим название «Государственный университет рока»? Ну, как вы думаете? Вы знаете, вот в Голландии есть Академия рока. Я думаю, что, наверное, мы потихонечку... Все возможно? Да. Хорошо, а что делают ваши выпускники? Ну, вы знаете, к нам люди приходят учиться музыке. Они любят очень музыку, они хотят эту музыку играть. И наша главная задача, чтобы они эту любовь к музыке, они сохранили после нас. У нас есть дети, которые поступают дальше в музыкальное училище, допустим, они продолжают обучаться, в академию, то есть они получают высшее образование. У нас есть ученики наши бывшие, которые, проучившись в каких-то высших учебных заведениях, они возвращаются к нам, и они преподают у нас. То есть за 8 лет... был следующий вопрос о преподавателях. Наши педагоги, они действующие рок-музыканты, очень известные в Казани. Они практически все выступают, и они любят преподавать. У них это получается. Они могут преподавать, они любят преподавать, и они добиваются результатов. Ведь очень многие наши ученики участвуют в конкурсах. В конкурсах гитаристов, в конкурсах барабанщиков, в конкурсах вокалистов. И, как правило, всегда стараемся. И всегда самый первый. Привозить, быть лауреатами, получать кубки, грамоты, звания. И это очень приятно, когда мы видим на грамотах, на различных подарках написано вот такой-то ученик, преподаватель такой-то, школа рока «Зарок». Школа рока Казань. Да.
Итак, мы обжарили баклажанчики, они у нас готовы. Да. Что делаем дальше? Сейчас мы должны сначала поджарить помидорчики. Помидорки. Так, давайте их сюда. Сразу так мы как их у нас переправим. без сковородки, мы можем параллельно жарить еще и лук. Так. То есть отдельно жарим лук, отдельно жарим... Да, причем жарим так, немного. Так, и лучок давайте. Лучок, да, вот кольцами нарезанный. Айрат, ну и, конечно же, не могу не спросить у вас про нашумевший проект рок-опера. О, да. Расскажите, пожалуйста. Этот проект – наша мечта. Создание первой татарской рок-оперы, детской рок-оперы, в которой полностью задействованы дети, в которой играют только 2 взрослых будут выступать, певца. Остальные и музыканты, и певцы, и гитаристы, все будут только дети. Этот проект нами задумывался давно. Встреча с Эльмиром Джавдатовичем Низамовым, беседа с ним, общение с Ренатом Максимовичем Харисом, народным поэтом Республики Татарстан, они вот как раз и привели к такому сюжету. Вдохновили вас? Вдохновили, привели к тому, что мы вот выбирали сюжеты, думали и выбрали как раз очень интересный сюжет. Сейчас, наверное, можно об этом сказать. Называется, рабочее название оперы будет «Аби Патша». Это про Екатерину II. И самое интересное, что уже один номер есть, и этот номер мы продемонстрировали на концерте в «Пирамиде». В сентябре, 15 сентября, был день рождения школы рока, и эффект был очень, конечно, потрясающий. Так, помидорчики у нас готовы. Помидоры что делаем дальше? Готовы. Чуть-чуть они переварились, но ничего, нормально. Будет только вкуснее. Да. Теперь перец. Прям туда же можно? Да, маслица не забудьте, Сейчас пожалуйста. маслица польем. Какие еще планы вот на этот музыкальный учебный сезон? Что интересно планируете? У нас есть интересные новшества, которые мы совсем недавно, вот в прошлом году был такой эксперимент, открыли рок-студию для самых-самых маленьких рокеров, которым еще только исполнилось 4-5 лет, 6. И вот для этих детей мы специально открыли Little Rock Star. То есть в 4,5 года ребенок может уже изучать азы рока? Он не только изучает азы рока, он играет на гитаре, ему сидя, конечно, потому что очень тяжелый инструмент. И вот это, конечно, я считаю, что в этом уникальность вот этого проекта Little Rock Star, что в 4, в 5, 6 лет маленькие дети уже начали играть. Более того, я скажу, мы сейчас делаем рок-группу из этих детей, которые год проучились в Little Rock Star. Мы обжарили все ингредиенты для нашего основного блюда, но курочка ведь осталась у нас. Теперь давайте соус. Вот тот самый наш секретный ингредиент, о котором вы говорили. Это гранатовый соус. Гранатовый соус, да. кстати, да. Видите, он очень тягучий, его поэтому надо разбавить водичкой. Так, наливаем чуть-чуть водички. Сколько Один к пропорций? одному. 1 к 1, да? Ну, то есть... Вот. И давайте мы курочку зальем этим чудным соусом. Гранатовым соусом. Да, гранатовый. Так. И вот так вот пусть готовится до загустения. Куриная грудка в гранатовом соусе. Куриную грудку нарезали на небольшие кусочки и обжарили на растительном масле. Затем грудку приправили солью и перцем, добавили нарезанный полукольцами лук и тушили почти до готовности. Далее грудку залили разбавленным 1 к 1 гранатовым соусом наршарап и томили на медленном огне до тех пор, пока соус не загустеет. Итак, собираем наше овощное блюдо. Сейчас я возьму наш красивый чугунок, он же большая сковородка. В наш чугунок, в нашу кастрюлю мы положим масло сливочного. Сливочное масло. Сливочное масло, да. Первым этажом, первым слоем у нас будут идти помидоры. Положим помидоры. Далее? Далее. Вот мы нашу зелень мы разделили на 4 ровных части. Здесь, кстати, кинза, петрушка, укроп и чесночок еще у нас. Все это мы Базилик. перемешали. Базилик. На каждый слой 1 пучок, так скажем, зелени. Да. Можно на огне все это делать уже. Так, что дальше? Далее мы должны лук положить. Затем, наверное, баклажаны и перчик.
То есть все слоями? И все это перемежать зеленью. Насчет вашего вопроса, Руслан, насчет планов. Вы знаете, у нас, когда был концерт, совсем недавно, у нас 15 сентября был день рождения школы рока. И вот Ильсур Раисович, поздравляя нас со сцены, он озвучил такую мысль, что нужно делать фестиваль. И я думаю, что на следующий год мы сделаем детский рок-фестиваль. Рок-фестиваль Open Air на открытой площадке или, возможно, опять же, в каком-то из таких хороших залов с хорошим звуком. И мы хотим собрать всех этих детей, пригласить звезд, сделать, то есть идея заключается в том, чтобы вместе со звездами русского рока, российского рока выступали еще и дети, перемежались такие выступления. То есть такого рода мероприятие, оно будет впервые, наверное, да, в России? Естественно, конечно. Айрат, планы у вас замечательные, планы очень интересные. Желаю успешной реализации и обязательно увидеться на этих праздниках. Спасибо. Аплодировать молодым рок-н-ролльщикам. Спасибо. В наше блюдо мы сейчас что? Добавляем, я думаю, соль мы еще не солили, да? Соль, перец. Перчик. Да. Сколько оно должно томиться на огне? Вот сейчас мы накроем крышечкой и минут на 35-40 оставим. Ну, а для наших зрителей мы будем пробовать оба блюда буквально через одно мгновение. Тушеные овощи. Баклажаны и помидоры нарезали кружочками, лук колечками, а болгарский перец соломкой. Базилик, петрушку, кинзу мелко порубили и смешали с измельченным чесноком. Все овощи по отдельности обжарили на сковороде на растительном масле. Далее казан смазали сливочным маслом и по очереди выложили подготовленные овощи. Сначала помидоры, затем лук, баклажаны и перец. Каждый слой прокладывали зеленью с чесноком. Сверху блюдо приправили солью и перцем, накрыли крышкой и оставили томиться на медленном огне 35-40 минут. Дорогие телезрители, если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте, готовьте свои самые любимые блюда и делитесь кулинарными секретами. И, конечно же, не забываем подписываться на наш канал на YouTube. Айрат, посмотрите, как красиво получилось. Здесь на нашей тарелочке мы поместили, вернее, совместили оба блюда, и курочку. И здесь тамалап, пешкян, яшель-чаляр, это наши овощи. Главный ингредиент овощей, это, конечно же, баклажан. Пробуем? Давайте, прошу. Так, я все-таки попробую сначала баклажанчик. А я с курочки. Гранатой. Айрат. Такого сочного, вкусного баклажана я не ел давно. Спасибо. Спасибо, да. Очень вкусно. Друзья, но курочка в гранатовом соусе. Да, и сейчас это вообще нечто. Да, сделаю вот так вот. Он еще застынет. Он вообще изумительный будет. Вы знаете, остается только включить телевизор, посмотреть какой-нибудь рок-концерт и запить все это блюдо, например, котыком. Большое спасибо, очень вкусно. Айрат, на этом наша вкусная программа подошла к концу. Большое спасибо за визит, большое спасибо за музыкальное выступление вашим учащимся. Только вперед и только алга. Да здравствует рок! Да здравствует хорошая музыка. Хочется сказать большое спасибо вам, что пригласили в передачу, сделали прекрасное блюдо. Ну и пожелать нашим телезрителям слушать хорошую музыку. Ну а хорошая музыка, конечно же, всегда связана с хорошей кухней. Приятного аппетита вам, друзья! Увидимся, как всегда, на нашем любимом канале ТНВ. Сау болагыз. Пока-пока. Һава торышы нинди булуга карамастан, Кукмара савыт сабалары сезгә яхшы кәеф бүләк итәчәк. Якыннарыгыз һәм туганнарыгыз өчен рәхәтләнеп әзерләгез. Кукмара тәмле ризык, уңайлы савыт саба.